Буллинг. Что же это такое? Буллинг является одним из самых распространенных факторов насилия в школах в наши дни. В школах и других образовательных учреждениях сталкиваются с буллингом, который включает в себя драки, сплетни и слухи. Как же правильно нужно бороться с этим и как общаться с детьми, чтобы они не подвергались насилию буллинга? Насилие в современном мире оказалось тем элементом в человеческих отношениях, которое с трудом поддается искоренению. Оно встречается повсюду, в семьях, в отношениях между отдельными людьми, в обществе. К сожалению, данная форма насилия присутствует и в нашей стране, несмотря на традиционное абхазское общество, где проявление грубости и тем более насилия по отношению к детям было неприемлемо и считалось недостойным. Сегодня же этот вопрос остается наболевшим и нуждается в открытом обсуждении. К сожалению, тогда, когда мы проводили тренинги, у нас этого пособия не было. И оно еще как бы готовилось. Но на основании этих тренингов, когда мы встречались с учителями и по районам, и в сухумских наших здесь школах и так далее, мы увидели, на что они особо обращали внимание. И они хотели бы иметь такие инструкции, такие правила, по которым они могли бы работать с детьми. Я здесь часто говорю не только об социальных работниках, психологах, но есть еще учителя. Это учителя школ, которые очень большое значение имеют сегодня и для детей, и я считаю, что и для всего нашего общества. Само название пособия отражает ту суть, которую хотели донести авторы. Основная задача – профилактика всех форм насилия среди структур общества, семей, психологов, педагогов, для которых дети являются важным звеном. Ведь независимо от того, какой метод использует буллер, он может оказать негативное и долгосрочное влияние на ребенка. Из-за неустроенности взрослых именно дети в первую очередь оказываются жертвами насилия и жестокого обращения. Какая-то их часть становится известна обществу, но в основном проблемы скрыты в замкнутом и избитом разуме ребенка. Мы хотим жить в обществе здоровом и физически, и психически, обществе, которое развивается, и тогда нам всем нужно прикладывать посильные усилия, которые будут во благо детям и обществу в целом. Люди, которые часто подвергаются насилию, начинают думать и верить в то, что это естественный и нормальный образ жизни, ведь иногда буллинг приводит к плачевным последствиям и даже к суициду среди молодых людей. Дэн Олвиус, шведско-норвежский психолог, который провел большое систематическое исследование в этой сфере и на чьи рекомендации ссылались авторы пособия, говорил, что школьника буллят, когда он подвергается негативным действиям со стороны одного или нескольких детей систематически в течение какого-то времени. Пособие от Детского фонда Абхазии не первая попытка бороться с этой проблемой, но в этой инструкции заложена основа будущего здорового поколения Абхазии. Ульяна Рожкова, Рамо Камкия, Абхазское телевидение.